Из Португалии с победой ингушские дзюдоисты стали серебряными призерами чемпионата Европы среди клубов Лига чемпионов. Праздник белых лепестков. Сегодня Международный день недоношенных детей. Информационная грамотность и безопасность. Всероссийский урок цифры прошел в Центре образования Магаса. На канале Ингушетия Новости 24. Здравствуйте. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов и председатель правительства региона Константин Цуриков побывали в селении Средние Челуки у народного художника Российской Федерации и Республики Ингушетия Мурада Паланкоева. У ворот дома гостей ожидал хозяин, поприветствовав которых пригласил пройти вовнутрь. Во дворе их встретила каменная башня, точная копия ингушских родовых башен. В сопровождении Мурада Паланкоева руководитель региона и премьер-министр осмотрели двор, сад, мастерские художника, которыми, кажется, был усыпан весь его дом. Собственноручно сделанные луки и мишени висят на стенах одной из таких мастерских. Это увлечение художника началось еще с ингушских игр, для которых Мурад Паланкоев мастерил реквизит и экипировку древних воинов. Глава Ингушетии с интересом посмотрел холодное оружие, сделанное мастером. Здесь же была и другая, не менее ценная коллекция, которую хозяин дома собирает уже почти 50 лет. Ее Махмуд Али Калиматов пополнил оригинальным клинком Газали, известного дагестанского мастера, творившего в 19 веке. Напомню, что Мурад Паланкоев является одним из самых известных художников Ингушетии, а также монументалист, автор самой известной достопримечательности равнинной части республики – мемориала памяти жертв политических репрессий в Назране. 9 башен символизируют сплотившуюся в беде семью и напоминают о депортации ингушей 1944 года. Это очень старинный, говорят, кинжал. Черный кинжал. Не знаю. Двойной кинжал. Ага. Тут стоял нож. А, еще нож здесь был? Да, здесь был. Черный кинжал. Это боевой кинжал. Боевой. Дикий. Хороший. Атмосфера великолепная. Атмосфера. Дышится здесь хорошо внутренне. А душу-то ничем, кроме творческого, не наполнишь. Она не тренируется. Ингушские дзюдоисты Муса Магушков, Хусейн Халмурзаев и Зелимхан Аздоев стали серебряными призерами чемпионата Европы среди клубов Лига чемпионов. Соревнование проходило в Португалии. В розыгрыше медалей в мужском разделе участвовали 2 клуба из России – Явара Нева из Санкт-Петербурга и Ратиборец из Екатеринбурга. Мужские команды дошли до финального блока. Явара боролась за золото, а Ратиборец за бронзу. Сегодня Международный день недоношенных детей. По статистике в мире каждый 10-й ребенок рождается раньше срока. В Ингушетии эта цифра доходит до 5000 в год. Бывшим маленьким пациентам в перинатальном центре устроили настоящий праздник, о котором расскажет Хава Гагиева. Зарема до сих пор со слезами вспоминает тот миг, когда в первый раз увидела свою дочку. София была долгожданным ребенком, которого ждали более 10 лет. Девочка родилась с критической массой. Была чуть больше ее собственной руки, вспоминает Зарема. Первые месяцы дались тяжело, но испытания, посланные свыше, семья преодолела с большой надеждой, что смогут увидеть, какой прекрасной вырастет дочь. Девочку увидела только через 5 дней, так скажем, так как я в тяжелом состоянии была, и ребеночек был в тяжелом состоянии, и меня к нему не пропускали. И буквально вот через 5 дней, на 6-й день, я наконец-то смогла увидеть свою дочку. И, альхамдулиллах, у нее маленькие ручки, ножки там, под капельницей, там всякое. Эти тяжелые процедуры были, но ничего, мы справились. Ранние пташки, белые лепестки, как только не называют врачи этих детишек. В Республиканском перинатальном центре в их честь сегодня устроили большой праздник. Бывшие пациенты отмечают Международный день недоношенного ребенка. В год здесь рождается не меньше 5000 недоношенных детей. Самый маленький пациент, вспоминают врачи, весил около 500 граммов. Современное оборудование позволяет медикам не просто выхаживать таких крох, но и проводить им сложнейшие операции. В нашей реанимации, в принципе, есть аппаратура, то есть аппаратура респираторной поддержки, начиная там, с неинвазивной вентиляции, заканчивая высокочастотной аппаратной вентиляцией. В принципе, на данный момент у нас есть все в плане аппаратуры. У нас есть все, мы можем спокойно работать. У нас есть кувезы, где дети недоношенные выхаживаются. Есть специальные кувезы, которые трансформируются в
открытые реанимационные столики, и в то же время они могут служить как и кювесы. Дети лежат в специальных кювезах, которые представляют собой имитацию плодного пузыря. Тем, кто поторопился увидеть свет, нужен круглосуточный уход, ведь у них, как правило, слабая иммунная система. Выхаживание таких детей, конечно, порс природный, но для врачей другого варианта не существует. Нужно бороться. В реанимации первый этап лечения этих детей, он происходит в реанимационном отделении. Они могут находиться там очень долго. Некоторые месяц, два, некоторые до полугода дети находятся в реанимационном отделении. И те доктора и медсестры, младшие медсестры, санитарки, которые находятся рядом с этими детьми, это не только труд физический, это труд моральный. Потому что эти маленькие крошки, которые умещаются, можно сказать, в ладонь, выхаживать их, смотреть, как они растут, это очень большую силу нужно иметь для этого. В мероприятии также приняли участие представители благотворительного фонда «Право на чудо» и многие представители спонсорских организаций, которые подготовили для детей подарки. Международный день недоношенного ребенка для акушеров и неонатологов – еще один профессиональный праздник, а лучший подарок для них – встреча с бывшими пациентами, которые сейчас ничем не отличаются от своих сверстников. Хава Гагиева, Адам Далаков, Новости 24. 29-ю годовщину со дня образования отметили сотрудники подразделения специального назначения уголовно-исполнительной системы страны. В честь праздника бойцы спецназа «Ангушт» отдела ФСИН-Ингушетии организовали для юнормейцев День открытых дверей. О впечатлениях ребят наш следующий сюжет. Знакомство с деятельностью спецназа началось с построения, на котором старший инструктор служебно-боевой подготовки спецназа Мосур Гагиев коротко рассказал ребятам историю установления отдела специального назначения ОФСИН. Также участие в торжественном мероприятии приняли ветераны уголовно-исполнительной системы Республики Ингушетия. Председатель Совета ветеранов уголовно-исполнительной системы Аслан Плиев поздравил сотрудников с профессиональным праздником, а также обратился с напутственными словами к юнормейцам. يا أخي الحمد الله ده أخذ شو هذا الجو بيحتاج لي بير واقع وصدوار خر ده زنان زي آخر دير وش زي شد زي آخر دير جوار خر إسحام شو الله دوي تدوع شو ستها وبلخاتها واش لين بوج بالهاقاتها ده أخذ الله خب شنو بي مصرية قصة منزل شنو. Бойцы спецназа ребятам показали все виды оружия и спецсредства, состоящие на вооружении отдела, ознакомили присутствующих с тактико-техническими данными каждой единицы вооружения. Затем для юных гостей организовали яркое показательное выступление с демонстрацией боевых навыков и профессионального мастерства. По сценарию мероприятия бойцы отдела специального назначения «Ангушт» продемонстрировали тактику задержания условных преступников. Для юноармейцев эта часть мероприятия была полной неожиданностью. В выступлении были использованы шумовые эффекты, имитирующие взрывы и стрельбу из автоматов, которые вызвали у зрителей настоящий восторг. Также спецназовцы дали возможность гостям поближе посмотреть на технику и проехаться на территории учреждения на бронеавтомобиле «Выстрел». Целью сегодняшнего мероприятия в первую очередь является патриотическое воспитание нашей молодежи. Также мероприятие носит показательный характер деятельности отдела специального назначения ОФСИН. Считаю, что для ребят сотрудники отдела специального назначения являются большим примером для подражания, так как многие из них становились неоднократными призерами и победителями различных всероссийских международных соревнований. Среди них имеются как мастера спорта, так и мастера международного класса. Надеюсь, что в будущем ребята свяжут свою жизнь с военной службой, будут нести ее достойно на благо нашей страны и республики. Сегодня в нашей стране свой профессиональный праздник отмечают и участковые уполномоченные полиции. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1923 году, Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР была утверждена инструкция участковому надзирателю. Этот нормативный правовой документ положил начало формированию института участковых советской милиции. В связи с реформой МВД 2011 года и реорганизацией милиции в полицию, сотрудники органов внутренних дел, работающие в должности участковых уполномоченных, стали называться участковые уполномоченные полиции.
С популяризацией интернета и социальных сетей остро встает вопрос информационной грамотности и безопасности. Больше всего, как показывает практика, такие знания необходимы детям. В Центре образования Магаса на базе технопарка «Кванториум» состоялся всероссийский урок цифры с учащимися 7 классов. Школьники получили мастер-класс от учителя информатики. Обучающие ролики и тесты прилагаются. Тамара Хашагульгова расскажет подробно. Сегодня мы на уроке рассмотрим такое понятие, одно из базовых понятий, фундаментальных в одном из направлений IT-сферы, как большие данные. Что такое большие данные, откуда они появляются, как их анализируют и для чего используют? Об этой сложной и одновременно интересной теме школьники узнают в игровой форме, весело и непринужденно. Большими данными, то есть огромный массив данных считаются большими, если эти данные, их уже невозможно обработать лишь одним компьютером, то есть нужен уже сервер компьютеров. Необычный формат мастер-класса сразу пришелся ребятам по душе. Еще бы, ведь такое точно не узнаешь на обычной информатике в школе. Информативные ролики с комментариями экспертов помогают ученикам лучше разобраться в теме. Инженер по данным – это то, чем увлекается Вскобец. Контролирует, что в процессе сложного пути данных между компьютерами ничего не потерялось. Он помогает работать другим специалистам в области анализа больших данных. Урок, созданный в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» при участии ведущих экспертов IT-компаний, рассчитан на учащихся первых 11 классов. Каждый из них понимает, насколько важно быть информационно подкованным в современном мире. Самире Гатагажевой 12. Связывать свою жизнь с IT-профессией она не собирается. Однако считает, что знания из этой области будут полезны даже в повседневной жизни. Мы изучали большие данные, то есть мы изучали, как состоят данные в компьютерах, какие есть работы в компьютерах и как они разрабатываются. Урок цифры – возможность не просто узнать об IT-технологиях чуточку больше, это также возможность выявить свой потенциал в этой сфере. Насколько программирование, да и в общем профессии, связанные с информационными технологиями, подходит каждому ученику. Проверить себя можно во время тестирования. Там нужно было все объяснять, делать разные задания. И за это давали нам давали сертификат нам давали. Там поздравляют детей, что они победили. Например, я получила сегодня 40 баллов. Познакомиться с основами программирования и погрузиться в увлекательный мир цифровых технологий. Магомед Картоев тоже решил проверить себя в действии. И даже сломанная рука не стала для него помехой. Он мечтает стать программистом, когда вырастет. Первые шаги в этой области уже сделал. Помогает брату делать проекты. Интересные задания были. Думать надо было и логически, и размышлять надо было долго. Задания были, например, тебе надо было объяснить, что делает этот предмет, для чего он нужен и так далее. Урок цифры в Центре образования в этом году проходит впервые. Это всероссийская акция, которая стартовала по всей стране еще 5 ноября. Для педагогов это возможность повысить интерес школьников к информатике с помощью современных методов обучения. Не секрет то, что информационные технологии, скажем так, впитались в нашу жизнь очень, скажем так, крепко, и они развиваются, и в дальнейшем наблюдается развитие. И по причине этого существуют огромные массивы данных, которые требуют обработки, хранения, классификации этих данных. И, следовательно, это толкает на развитие новых специальностей, вплоть до возникновения новых профессий. Мероприятие адресовано обучающимся первых 11 классов, направлено на развитие ключевых компетенций цифровой экономики школьников и также на развитие профориентации. В этом учебном году в республике, да и в стране в целом, пройдет еще несколько уроков цифры. Они будут проводиться во всех школах страны раз в месяц. Так, вслед за большими данными, учащихся с 1 по 11 классы познакомят с искусственным интеллектом и информационной безопасностью. Также в рамках акции ребята научатся мастерству программирования и проектирования. Тамара Хашагульгова, Асхаб Билакиев, Новости 24.
Сегодня Международный день студентов. Праздник был учрежден в 1941 году на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, которая проходила в Лондоне, но отмечаться начал с 1946 года. Дата установлена в памяти о чешских студентах-патриотах. Конечно, этот праздник ассоциируется с молодостью и весельем. В этот день практически ни один вуз не остается в стороне от шумного и долгожданного праздника. А его проведению предшествует Международная студенческая неделя борьбы за мир и дружбу. Напомню, что российские студенты отмечают Национальный студенческий день 25 января. Терский хребет. Память, история и привитие патриотизма. Круглый стол на тему «Стратегия развития районных, городских, зональных центров патриотического воспитания молодежи в Ингушетии» состоялся в Доме культуры села Зязиков-Юрт на базе недавно открытого центра. Подробности в сюжете. Учитывая актуальность и важность поставленной задачи, прошу вас рассмотреть вопрос о создании во всех муниципальных образованиях Республики Ингушетия зональных центров подготовки граждан к военной службе. Благие начинания, как правило, гарантируют и благой итог. Эта прописная истина служит собравшимся круглого стола, как ориентир к достижению общего успеха в деле формирования духовной и нравственной составляющей молодого поколения. Здесь в формате живого диалога озвучивают идеи и мнения, а также стратегию развития Центра патриотического воспитания «Терский хребет». Данный центр был создан по поручению главы республики. 21 у нас было открытие. После открытия мы провели уже несколько мероприятий. Даже возьмем круглый стол. Круглый стол у нас уже второе мероприятие. На первом мероприятии у нас присутствовали даже представители Азербайджанской республики. Проводим тут уроки мужества. Выработать план мероприятия на 2020 год, такие как межрегионально-патриотический слет, посвященный Великой Отечественной войне и памяти павших в ходе Молгобекской стратегической оборонительной операции в 1942-43 годах. В планах и проведение массовых экскурсий для детей, включить в культурную программу, например, выставки картин ингушских художников и концертные программы филармонии. Нам хотелось услышать предложения тех организаций и учреждений министерств, которые отражены в федеральной программе, которая была принята правительством Российской Федерации с 2016 по 2020 год. Памятные мероприятия следующий год планируют организовать с привлечением сил и средств Министерств культуры, спорта и туризма, а также образования. Всех активистов, неравнодушных к патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Символично и то, что 2020 год президентом Владимиром Путиным объявлен годом памяти и славы. Хочу подчеркнуть то, что центр открылся в очень сжатые сроки, то есть руководство района поставили уже перед нами такую задачу. Вот за 2 недели, в очень сжатые сроки, мы сумели организовать этот центр, открыть музей при нем, музей военных артефактов, очень интересный. Кстати, к нам уже даже из соседних регионов приезжали делегации посмотреть именно эту экспозицию нашу. Очень много мероприятий, вот даже за месяц, который мы существуем, да, месяца еще даже и нет, мы провели около 5-6 мероприятий, в том числе уроки мужества, в том числе экскурсии для и учеников, и вот приезжих. Это тоже были поисковики из Кабардино-Балкарии, которые с таким чувством уехали от нас, честно говоря, в таком приподнятом настроении. Первый региональный центр патриотического воспитания молодежи в республике начал работу только в прошлом месяце и еще не успел сформироваться полностью. Как отметили собравшиеся, определенная методика и программа по развитию центра пока не разработана, но задача уже поставлена – заполнить проблемы в кратчайшие сроки. Светлана Томова, Адам Мережков, Адам Далаков, Новости 24. С разноцветным регулировщиком лучше дружить, знают и школьники. Профилактический урок «Светофор. Наш верный друг» провели с учащимися 5-й Назрановской школы сотрудники ГИБДД. О правилах дорожного движения для пешеходов детям напомнили в викторине. Подробности в сюжете Хавы Газиковой. Дорожного движения. Вот для тех, кто не знает, сейчас мы объясним. Что означает цвета светофора, когда переходить дорогу? Все это Сагов Абдулмалик знает еще с детского сада. Он учится во 2-й смене и возвращается из школы в темное время суток. И сегодня, благодаря акции, он усвоил для себя много полезной информации. Я узнал все правила дорожного движения и что нельзя делать на дороге, где нету зебр, где нету
надземных путей, подземных. И желаю, чтобы все дети из нашей Ингушетии соблюдали правила дорожного движения и их знаки. Ребята на мероприятии отвечают на вопросы викторины, вспоминают знаки дорожного движения, общаются с сотрудниками. Они советуют родителям повторять с детьми правила безопасного поведения на дороге. По словам инспектора по пропаганде дорожного движения, нет задачи важнее, чем безопасность подрастающего поколения. Сотрудникам государственной инспекции уделяется большое внимание проблеме профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, так как дети – это самые уязвимые участники дорожного движения, и в дорожной обстановке, в сложной дорожной обстановке они не могут правильно сориентироваться в силу своих возрастных и психологических особенностей. И поэтому мы считаем, что обучению детей навыкам безопасного поведения на дорогах должно уделяться особое значение и внимание. Школьникам напомнили, где можно переходить дорогу, как правильно и безопасно это делать. Хусейн Намаков считает, что научив детей основам, то можно за них не переживать. Выйдя на улицу, уже так за них не нужно будет переживать. И зная вот свои знания, познав эти знания, соблюдение правил дорожного движения, они могут передавать свои знания и другим детям. Особо акцентрирует внимание детей на пешеходный переход и надземный мост. Назрановская 5-я школа расположена в непосредственной близости от автодороги, на которой очень интенсивное движение транспорта. Учителя также регулярно проводят с детьми беседы и инструктаж на знание правил дорожного движения. Такие мероприятия у нас проходят, как я повторюсь, очень часто. Связано это, опять-таки, я повторюсь, с наиболее опасным районом. Мы у дороги. Каждый день, каждый час нашим детям нужно повторять правила вот этой науки. Из года в год поток транспорта только увеличивается, а вместе с ним количество аварий. Так, за 10 месяцев текущего года на территории региона зарегистрировано 16 ДТП с участием несовершеннолетних. Инспекторы считают, что такие мероприятия с детства воспитывают в детях культуру поведения на дорогах. Хава Газикова, Асхаб Белакиев, Новости 24. А теперь новости спорта. Ингушский спортсмен Ислам Хазбиев одержал двойную победу на открытом чемпионате мира по кэмпо ММА и грэпплингу. На этот раз юный спортсмен стал двукратным победителем в весовой категории до 35 килограммов. Отметим, что открытый чемпионат мира стартовал в Санкт-Петербурге накануне и завершится сегодня. К участию допущены спортсмены всех возрастных групп и категорий. Спортивная гимнастика не так и давно начала развиваться в республике, а уже есть достижения. Ингушские гимнасты отличились на открытом первенстве по спортивной гимнастике, которое проходило в Нальчике. Команда Академия гимнастики МАГАЗ завоевала 13 медалей, 5 из которых золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.